Я сейчас не о художниках же говорю, а говорю о поэтах, о людях, которые создали 20 век, 60-е годы 20 века. Два любимых поэта. Это Акуджава и Белла Ахмадуллина. Как ни странно, она не всем нравится, а мне очень нравится. Я с громадным уважением отношусь к Высоцкому. Это великий человек, и это я абсолютно точно знаю. Но для меня почему-то все-таки не стал Высоцкий, и сегодня он не стал, а Акуджава. Вот к нему какое-то абсолютно бережное, удивительное, ну, не знаю, к мужику такое отношение, наверное, невозможно нежное сказать, но он стал таким для меня. Я попробую сейчас прочитать стихи, которые для меня очень дороги. Сейчас только вспомнить бы их. Жить недолго молодым, скоро срок догонит, неразменным золотым покачусь с ладони, потемнят меня ветра, дождичком охватит. Ах, она щедра, щедра, надолго ли хватит? По-моему, это гениальные стихи. Как художник я еще могу как-то себя сориентировать в этой ситуации и в отношении к искусству, и к пониманию искусства. А вот в поэзии уже, конечно, не могу, потому что это слишком личное. Но я так полагаю, что художник не может не быть поэтом не потому, что он не сочиняет, не пишет стихи, а потому, что он любит стихи. Любит поэзию. Для меня счастье, что я когда-то, давно, в самом начале своего становления, пути своего, что ли, еще в художественной школе, когда мы сидели там в бомбовом убежище и читали стихи Марины Цветаевой, запрещенные в те годы. Ну, то и 12 стульев были Ильфа Петрова запрещены, и мы их читали. Но поэзия с тех пор, она просто живет вместе со мной, рядом. Я не могу от нее отказаться, потому что это вершина, наверное, ну, того сознания человеческого, которое, вообще, может быть у человека. Черт его знает. Я не знаю. Я тут путаюсь. Но люблю. И мне этого достаточно, Лен. Мне этого достаточно, потому что больше я ничего не хочу. Я хочу только любить. И люблю. Я должен сказать, что я к Евтушенко стал плохо относиться после его спекуляций бесконечных. И с советской властью, и против советской власти, ну и все прочее. У Акуджавы такого никогда не было. У Ахмадуллиной такого никогда не было. У Рождественского, ну, абсолютно советский, вроде бы, да, но талантливый человек, что там говорить. Действительно, большой поэт и большой художник. Но из самых лучших оставался всегда только один – Булат Акуджава. А ведь я его даже один раз был на его концерте и слушал его. И сегодня, когда я слышу других, а не голос Акуджавы, мне плохо. Я хочу слышать голос Акуджавы. Этот хриплый, ну как у Высоцкого. Я не могу слушать песни Высоцкого в исполнении других исполнителей. Я Бродского могу только уважать, любить я его не могу. Хотя это, наверное, великий человек, я так думаю, полагаю, что он такой. Но он далек от меня, он другой. Я его не воспринимаю так, воспринимаю вот этих, тех, кого я люблю. Так, вот что я не люблю, я то не читаю. Я очень многих не люблю. Я не люблю 90% пишущих графоманов всех сегодняшних.
А вот этих стариков я почему-то не могу не любить, потому что они во мне живут. Вот у меня было такое. Однажды у Акманова Дамира, если ты знаешь его, да? Я же много лет к нему ездил в группу на Иссык-Куль, Джит-Огус. И он там постоянно собирал поэтов, писателей. Ну, пытался создать какую-то такую творческую обстановку, все что угодно. И там были замечательные. И однажды вдруг... Витя Быков, он тоже дружил тогда с Дамиром. Он сел за инструмент и начал играть, а я начал читать стихи. Под музыку все, нас было там 50 человек, все замолкли. И я в течение часа, наверное, вспоминая, читал без остановки и Есенина, и Блока, и Акуджаву. Не знаю, всех, кого я любил, и любил до сих пор. Обратясь к кавалеру, намеренно резко ты сказала: и этот влюблен, и тотчас же в ответ что-то грянули струны, иступленно запели смычки, но была ты со мной всем презрением юным, чуть заметным дрожанием руки, ты спорхнула движением испуганной птицы, ты прошла, словно сон мой легка, и вздохнули духи, степенулись ресницы, иступленно запели шелка. Я даже не знал, что я хорошо читал стихи, а я их читаю ведь только для себя всегда, и только про себя, и люблю. Я знать-то знаю многих, знаю там всяких современных, знаю Заболоцкого, знаю всех остальных. Но любить, если говорить о любви, да, я люблю Есенина и Акуджаву. Вот они очень несовместимы и очень не похожи, и очень разные. Но когда вот я читаю вот эти его слова: «Горит пламя, не чадит, надолго ли, хватит, она меня не щадит, тратит, меня тратит», я чувствую в этом такой громадный смысл и суть. Ну вот если бы умел плакать, я бы расплакался, а я не умею. А Есенина? А Есенина... Что близко? Есенина? Да его, даже ранние стихи я люблю, да я его всего люблю. Я люблю его позднего, люблю раннего, ну и всего люблю, и люблю его Пугачева, да все я люблю, все, что писал. Это, ну, наверное, это один из самых гениальных наших поэтов, самых-самых. Но Пушкин и идет Есенин, рядом, это рядом. Пушкин не потому, что это хрестоматия, а Пушкин потому, что он в крови. Без него невозможно. Его знать надо, его надо любить, его надо чувствовать. А мне кажется, Есенин его очень понимал, и он как бы продолжил, уже после, через много-много лет продолжил вот этот какой-то удивительный ход. Удивительный совершенно ход в русской, ну, в русской истории, в русской культуре, в русской, я не знаю, жизни, что ли, черт не знаю чем. Хоть прошло много-много лет, и хотя сейчас к Есенину может быть другой, вот я его как любил, так и люблю. Для меня это самый удивительный, самый потрясающий, наверное, ну, после Пушкина, скажем так, но Пушкин, он мне конкуренция, я его не трогаю, Пушкина, Лермонтова, там никого их не трогаю, это такие глыбы. А вот Есенин, это было такое явление, которое до сих пор никому, по-моему, не оценено, не понятно, не добрались до него. Вот это удивительное отношение к России, к Руси, к любви, к человеку.
Ни у кого лучше, по-моему, не было. И я в этом до сих пор на старости лет абсолютно убежден. И мне показалось, что у Окуджавы как раз вот эти какие-то струнки, они присутствуют. Черт его знает. Может, поэтому я его... Но я его полюбил не только за это. Я его полюбил просто за то, что он большой поэт. Не бродить, не мять в кустах багряных, лебеды не искать следа, со снопом волос твоих овсяных отоснилась ты мне навсегда. С алым соком ягоды на коже нежная, красивая была, на закат ты розовый похожа, и как снег лучистый светла. Зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя нежное растаяло, как звук, но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук. В тихий час, когда заря на крыше, что-то такое моет лапкой рот, говор кроткий, о тебе я слышу, водяных, поющих с небом сок. Я не знаю, это настолько красиво. А это можно написать? Нет. Это невозможно. Ну вот, на полотне. Нет. Это нельзя сделать. Это можно только слушать и услышать. Есть вещи, которые не то что несопоставимы. Я понимаю, о чем ты сейчас говоришь. Хотелось бы, чтобы это было выражено и в полотне, и в работе твоей. Нет, этого никогда не было. И я даже не пытался никогда. Это всегда существовало отдельно. Отдельно, самостоятельно. В стороне. Далеко. Даже очень далеко иногда. Может, потому что с самого начала я как-то сумел к этому приобщиться и полюбил поэтому. Поэтому я и полюбил поэзию. Но не всякую, потому что раздражает меня поэзия, ну, то, что мы сегодня называем поэзией. Но стихоплётство меня раздражает. А поэзия – это состояние, ну, как и живопись, состояние души. Ой, мне так стыдно говорить эти банальные слова. Не хочу говорить. А вот мне очень нравятся стихи Есенина про собаку. А, да, есть. Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их лизала, сюда обчесывая языком, и струился снежок под талой, под теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, за ним поспевая бежать, и долго-долго дрожала воды незамерзшая гладь. Когда же плелась обратно, слизывая пот с боков, показался ей месяц над хатой, одним из ее щенков, и в синюю высь звонко глядела она, скуля, а месяц проплыл тонкий и скрылся в полях за холмами. Ну, какие простые стихи, да? А как они, с какой болью они написаны.